Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о женском портрете в России XVIII века. У каждой эпохи свой идеал женщины. Вся история человечества отражается в том, как люди видели женщину, какие мифы о ней творили. Женский характер всегда привлекал особое внимание художников. Созданные в портретном искусстве образы женщин несут в себе поэтический идеал в гармоничном единстве его душевных качеств и внешнего облика. По портретам мы можем судить как на внешность женщины, на ее душевный склад влияют общественные события, мода, литература, искусство и сама живопись. Женщины на портретах XVIII века прежде всего обольстительны. Их портреты воссоздают яркую и живую картину нравов, моды и вкусов эпохи женского всевластия. Но имея что-то общее с другими работами, каждый портрет остается неповторимым. Русские художники Антропов, Рокотов, Левицкий, Боровиковский вносят в идеал женщины нравственное и психологическое разнообразие, стремятся передать особенности характера каждой из тех, кого они рисовали. Костюм на портрете XVIII века обладал своим собственным значением. Он передавал информацию о месте человека в обществе, а женский костюм был прежде всего разговорным. Выполнял роль своеобразного телеграфа, средства общения на расстоянии. Была разработана целая азбука цветов, азбука расположения лент и бантов на платье, азбука мушек, которые дамы наклеивали на лицо, правила игры веером. Все портреты XVIII века костюмные или откровенно костюмированные. Старинные портреты рассказывают не только о внешнем облике женщин из далекого прошлого, но и воскрешают в поэтических образах то естественное и возвышенное, что составляет обобщенный идеал. Одним из ярких портретистов того времени был Антропов Алексей Петрович. Учился он в Петербурге у Матвеева и Каравака. С 1739 года работал в живописной команде канцелярии отстроения у Вишнякова. В конце 1750-х брал уроки у Ротари. Участвовал в выполнении декоративных росписей дворцов в Петербурге и его пригородах, в Москве, Андреевского собора в Киеве. С 1761 до конца жизни главный художник Синода, надзиратель за живописцами и иконописцами, имел частную школу живописи, в которой занимался Левицкий. Портреты, созданные мастером в традициях европейского парадного портрета, продолжают традиции Парсуны, развивают стилистическую линию отечественного примитива с его яркой непосредственностью и правдивостью образов. Алексей Петрович Антропов, прославляя красоту и облик императрицы Елизаветы Петровны, писал: «Роста была она нарочито высокого, и стан имела пропорциональный, вид благородный и величественный. Лицо имела она круглое, с приятною и милостивою улыбкою, цвет лица белый и живой, прекрасные голубые глаза, маленький рот, алые губы, пропорциональную шею, руки прекрасные». Другие женщины на портретах Антропова походят на Елизавету и в то же время являют собой народный идеал русской красавицы: полное белое лицо, румяные щеки, соболиные брови. По моде того времени женщины сильно румянились, белились и сурьмились. Портрет Анны Карловны Воронцовой. В парадном портрете сочетаются принципы западноевропейского портрета и идущие от русского парсунного письма черты застылости, скованности, плоскостности. Женщина средних лет изображена с оставленными в сторону руками, кокетливо склоненной головой, на фоне традиционной витой колонны с листьями. Художник не скрывает ее сутулости и возраста, поражает полнозвучная декоративная красочность этого портрета. На пороге нового века появляются новые тенденции. К концу XVIII века русская портретная живопись развивалась поистине блистательно. Классицизм выбирал скромную одежду греческих богинь. Подчеркнутая простота платья давала возможность художникам уделить особое внимание пластическому совершенству обнаженных рук, шеи. Тонкие движения души, особая чувствительность, присущая новому идеалу женщин, выдвинутому творчеством.
Художник должен был прежде всего изображать женское очарование, в чем бы оно ни заключалось. Федор Степанович Рокотов – один из самых изысканных и тонких живописцев в искусстве эпохи классицизма, академик Императорской академии художеств. Родился в имении князя Репнина в селе Воронцово близ Москвы в семье крепостного. В 1760 году получил вольную. В том же году поступил в Академию художеств при содействии покровителя графа Шувалова, основателя и куратора Академии. Учился у Антропова, Топки и Ротари. Позже преподавал. К началу 1760-х завоевал широкую популярность в кругу столичной знати. Около 1767 году переехал в Москву. Автор многочисленных камерных интимных портретов современников. Каждый его портрет отличает тончайшие душевные переживания, недосказанность, дающая простор нашему воображению. Портреты Федора Степановича отличались особой душевной тонкостью и многогранностью личности, интимностью, тонкостью и психологизмом, высоким мастерством. Таинственные полуулыбки героинь рокотовских портретов, их загадочные, удивленные, слегка прищуренные глаза, легкая живописная дымка, сфумато, сливающаяся с фоном изображения, из которого выступает неясное очертание пудренных париков и закутанных в атлас плеч, стали отличительными чертами манеры художника, по которой его произведения узнавались и современниками, и нынешним поколением любителей искусства. В камерных портретах Рокотова созданы пленительные женские образы, привлекающие своей утонченностью и загадочностью. Любите живопись, поэты, лишь ей единственной дано души изменчивой приметы переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутана в атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач, ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза. Это стихотворение было написано в 1953 году поэтом Заболоцким под впечатлением от портрета Струйской, написанного Рокотовым в 1772 году. Рокотову принадлежит выдающаяся роль в истории русской живописи. Он первый внес в портретное искусство поэтичность и лиризм. В его портретах на первый план выходят черты, имеющие общечеловеческую ценность. Дмитрий Григорьевич Левицкий, академик Императорской академии художеств, член Совета академии художеств. Родился в Киеве. Первоначальные художественные навыки получил у отца, потомственного священника, известного гравера Левицкого. Учился у Антропова с 1758 Работал в содружестве с ним, в частности, по оформлению коронационных торжеств, связанных с восшествием на престол Екатерины II. Писал иконы для московских церквей, преподавал в Академии художеств, руководил классом портретной живописи. В 1800-е годы из-за болезни глаз был вынужден оставить живопись. Автор многочисленных портретов современников. Его знаменитая сюита «Смолянки», выполненная по заказу двора для украшения Большого Петерговского дворца. Уникальное явление в русском искусстве второй половины XVIII века. Начиная с ранних работ, Левицкий проявляется как первоклассный мастер парадного портрета, способный найти выразительную позу и жест, уловить за статусными атрибутами природное обаяние портретируемого, виртуозно передать материальную красоту и фактуру предметов, соединить высокую интенсивность цвета с гармоничным тональным единством. В камерных портретах Дмитрия Левицкого появляется особая домашность, фамильярность интонации. Левицкий предпочитает для своих портретов полупрозрачный, подсвеченный изнутри фон. Он также внимателен к тончайшим индивидуальным особенностям лиц своих героев. А его героини, если не всегда безупречно красивы, то всегда неповторимы.
Портрет Екатерины Ивановны Нелидовой. Нелидова – фрейлина императорского двора, женщина незаурядного ума, легкости характера и смелости. На картине она изображена довольно молодой, одета она в театральное платье, в которых воспитанницам случалось танцевать во время представлений. Нелидова же изображена в танце, это видно по всей ее позе. Ноги перекрещены, руки делают круговое движение, как бы очерчивая воображаемый круг. Корпус относительно ног уходит назад. Голова чуть наклонена влево. Все это создает ощущение винтового движения, спирального закручивания. Кажется, что в следующее мгновение молодая девушка закружится по картине, вальсируя сама с собой. На голове у нее аккуратная шляпка, рука придерживает легкий прозрачный фартучек, а на лице играет лукавая веселая улыбка. Словно расшалившая девочка, Нелидова смотрит на художника, а вместе с ним и на зрителя чуть искоса, как бы проверяя, сердится ли он, что она танцует, остановит ли или рассмеется. Созданные в XVIII веке образы женщин несут в себе поэтический идеал в гармоничном единстве душевных качеств и внешнего облика. Художник вкладывал в произведение прежде всего свое понимание женского идеала, который сохранил неприходящие вечные достоинства – материнство, нежность, красоту.